Вот так с любовью к родной школе учатся дети в Калмыцкой национальной гимназии имени Анатолия Шалхаковича Кичикова. Сюда идут ученики за знаниями родного языка, калмыцких традиций, обычаев, фольклора. И так на протяжении 30 лет, ведь в этом году гимназия отмечает знаменательный юбилей. Учебное заведение берет свое начало с 1994 года. Тогда в открывшейся Калмыцкой национальной прогимназии были укомплектованы всего 4 класса. Когда мы открывались, сначала была Калмыцкая национальная прогимназия, и она открывалась как Калмыцкая национальная прогимназия с эстетическим уклоном. У нас в тот 94-й, далекий 94-й год открылись всего 4 класса. 3 первых класса и 1 второй класс. И привели сюда детей наши родители, очень смелые, потому что тогда они еще не знали, что это за прогимназия, чему будут учить. Но самое главное, у них было желание, чтобы их дети знали свой язык, свою культуру, свои традиции, обычаи. И среди тех детей были дети, которые просто в совершенстве владели калмыцким языком. Кстати, конкурс был учителей национальных классов. В гимназии были на работу взяты учителя, которые владели калмыцким языком, но в то же время были и опытные учителя, и были и молодые учителя. Но всех объединяло то, что мы были готовы погружать детей в наш язык, нашу культуру, наши традиции. У нас были 2 научных руководителя. Это наша Ачирджагайна Мукаева, доктор педагогических наук, профессор нашего Калмыцкого государственного университета. И на тот момент кандидат педагогических наук наш Аркадий Борисович Панкин. И вот как раз все, что в те годы зарождалось, мы задумывали это, вот сегодня мы это все и дальше реализуем, притворяем. Ну, у нас, во-первых, очень хорошо в гимназии осуществляется этнопедагогизация, да, образовательного процесса. У нас 3-уровневое образование, то есть мы говорим о том, что этнокультурное образование, когда дети изучают свой родной язык, у нас помимо калмыцкого языка и литературы наши дети изучают тодо, бичек. На другом уровне, межкультурном, у нас предметы ведутся на 2 языках, как на калмыцком, так и на русском. Все федеральные предметы ведутся на русском языке, но с элементами калмыцкого языка, нашими национально-региональными компонентами. Я говорила, что когда открылась прогимназия, она была с эстетическим уклоном. Это была первая такая школа, в которой сразу открылись театральный кружок, кружок калмыцкого станца, кружок Гарин Эрдым, то есть когда дети своими руками что-то делали, но опять же это все было связано с нашим калмыцким искусством. Дети изучали это, вышивали. У нас впервые не в республике, а впервые в России был введен институт ЭЧ. ЭЧ – хранительницы, носители родного языка, родной культуры, традиций. И вот как раз эти, если учителя дают знания, то эти должны были создать ту атмосферу для детей, ту семейную атмосферу, где они с детьми разговаривают, рассказывают сказки, объясняют те или иные традиции, просто играют с ними. Вот это такие замечательные новшества, которые были введены в том далеком 1994 году, и сегодня у нас хорошо реализуются. В 2001 году началась новая страница в истории школы. Она была реорганизована в гимназию, открыв для учеников 5 класс. Первая и единственная калмыцкая гимназия республики становится своего рода национальным брендом в столичной системе образования. Учебное заведение входит в число лучших образовательных учреждений города.
где с самого детства закладывается трепетное отношение к родному языку. В 2001 году мы поменяли статус, мы обрели новый статус, статус гимназии. Это тоже очень ответственно, потому что у нас дети уже были 5, 6 до 11 класса. К нам стали приходить опытные учителя, которые знают свой предмет хорошо. Помимо этого являются патриотами своей родины, нашего калмыцкого народа. Это все, наверное, сегодня и дало тот результат, что наша гимназия такой сплоченный большой коллектив. Коллектив единомышленников, это педагоги, это наши дети, это наши родители. Наша гимназия как та большая семья. У нас замечательный эстетический блок. В нашей гимназии работают учителя, которые являются авторами песен, специально писали песни для нашей гимназии. У нас работают заслуженные учителя культуры, например, Эдуард Арзаевич Бурлаков. Да. У нас работала первый наш руководитель театральной студии Валентина Николаевна Кушинова. Но сегодня уже работает Евгеева Светлана Доржина. У нас ансамбль «Цагда», знаменитый, который уже ездил по разным международным фестивалям, и ансамбль «Цагда» занимал гран-при на международных фестивалях. Первым руководителем был Эмбар Инженович Манжеев, заслуженный артист Республики Калмыкия. И затем вот все те, которые преподаватели танца, калмыцкого танца, которые пришли вот после него, они продолжали те традиции, которые были заложены нашими преподавателями. Мы говорим от дерева, у которого крепкие корни, оно стоит твердо на ногах и стремится вверх. Вот подобно этому дереву наша гимназия стоит крепко. Почему? Потому что у нас очень крепкие корни, у нас хорошая история. Мы опираемся на традиции нашего народа, на наш язык, на нашу культуру, на самые лучшие такие педагогические традиции. Да? И вот еще хочу сказать, вот сплоченный коллектив гимназии, который не боится будущего, он идет уверенно вперед, осваивая новые какие-то технологии, новые задачи, которые ставятся перед нами. Я думаю, что вот с таким коллективом наших преподавателей, нашими замечательными, талантливыми детьми и нашими родителями, которые всегда помогают нам, всегда они поддерживают любые инициативы нашей гимназии, я думаю, что у нас просто великолепное будущее. Я от чистого сердца хочу пожелать нашей гимназии, самое главное, процветания. Процветания, чтобы наши дети, вылетев из гнезда нашей Калмыцкой национальной гимназии, не забывали все то, что мы им давали, все те знания пригодились им в жизни, чтобы они прекрасно самореализовались. Ну, а наша гимназия, чтобы дальше вот так же уверенными шагами двигалась вперед. Сегодня в Калмыцкой национальной гимназии имени Анатолия Кичкова обучаются 624 ученика. Все они с огромным желанием посещают уроки, усердно учат свой язык для того, чтобы передать его своим младшим братишкам и сестренкам, признаются дошколята. Ученики всегда были и остаются главным богатством этнокультурного центра образования. За 30 лет гимназию окончили более 600 детей. Среди выпускников есть и врачи, бизнесмены, журналисты, юристы, ответственные работники многих других сфер, которые трудятся не только в регионе, но и далеко за ее пределами, гордо прославляя родную гимназию. Меня зовут Петр Лежиев. Я учусь в Калмыцкой национальной гимназии имени Кичкова Анатолия Шалхаковича. Я учусь во 2 классе. Мою учительницу зовут Марина Немяевна. Мне нравится здесь учиться, потому что здесь хорошо преподают калмыцкий язык. Я его хочу хорошо знать. Нас учат калмыцкому языку. Я хочу передать своим младшим братьям и младшим сестрам.
Я приготовил стихотворение на калмыцком. Алтын шырянамыр, әрамутында күргүв, нимгін шарханхасыз, нижде ғызырты буывы, тәрәтім сән өгәт, тінже ғазыр гиргүв, китар сәлкін үлә, кирю сөгі царцевы. Меня зовут Эмина. Мне нравится в гимназии, потому что тут добрые бакше, хорошие эджи. Тут еще очень много интересных занятий. Мне нравится Иртымджи, это окружающий мир, Хальмык, калмыцкий язык. Мне еще нравится Токцы Батылгым, это физдра. А внеурочка у меня любимая, это Горынов дым и Богатырь Джангара. Мне нравится учить калмыцкий язык, потому что я хочу знать свою культуру, обычаи. У меня мама и папа так между делом разговаривают на калмыцком, но я хочу их учить и сама хорошо разговаривать. Мне хотелось бы рассказать про гимназию. Я этот стих рассказывала на конкурсе чтецов. Энкырмана хальмы келин улсин гимназ, энсяхын ончта öдірлі ераджанев. Олмыкта бичкын сургульчыныран, олын желден сурғы, ханылтан тандан өркче, хальмы келен даснав, хәрте ухата бакшныртан, халун менден меділнев, күцасын тана тоты, кемтрыл уга болтха. Гимназия – это мой второй дом. Здесь добрые учителя, вкусно готовят. Тут тепло, уютно и комфортно. Больше всего мне нравится калмыцкий язык. Еще мне нравится русский и физкультура. Мне очень нравится изучать калмыцкий язык и обычаи и культуры нашего народа. Уансан зандырже, ухиндеже бульже, усын мадындан ашан бульже, утенасы бате кишик, де дыс заехе боутха. Я выбрала Калмыцкую национальную гимназию еще в 1 классе. С родителями мы это, в принципе, обговаривали. И я сама хотела учиться, как развивать в себе культуру, традиции калмыцкого народа. И я считаю, что Калмыцкая национальная гимназия мне в этом очень сильно помогла. Я узнала очень много нового о вообще Калмыкии, о истории, культуры. У нас были уроки отдельные, у нас были эджи, которые разговаривали с нами только на калмыцком языке. Так что я думаю, что у нас был свой ансамбль «Цагда», в котором я участвую до сих пор. То, что ведут учителя, они все нас знают, всех могут назвать, мне кажется, поименно всю школу. Кроме учителей, также и ученики практически у нас все знают друг друга. У нас такая маленькая, дружелюбная школа, в целом такая атмосфера своя. Я думаю, что это очень так по-семейному. Гимназии я хочу пожелать процветания, такого же семейного какого-то очага, чтобы это был, как и говорят обычно в пословицах, но это второй дом. Гимназия — это правда такой семейный очаг, да. Вот. Я думаю, что процветание. Также у нас бывают спектакли, на концерты. Я думаю, что вот в этом тоже, в творческом плане, желаю успехов. Хочу, чтобы дальше все это продолжалось. Детей учат как молодые специалисты, так и педагоги с большим стажем. Среди них заслуженные учителя Калмыкии и России, почетные работники общего образования. Это сплоченный и дружный коллектив, болеющий за родной язык, за его сохранение и развитие. В коллектив входят и эйджи, которые передают детям духовное наследие предков. Это устное народное творчество, традиции и обычаи. Еще учат семейному этикету.
Команда у нас очень сплоченная, активная, творческая и очень легко работать. Очень много вызовов перед образовательным учреждением, и эти вызовы выполнять легко, когда есть такой сплоченный коллектив, такая дружная команда, которая помогает, подсказывает и претворяет все те задачи, цели, которые ставит администрация гимназии, управление образования. И работа у нас идет дружно. Я могу назвать очень много учителей. Это и сама Екатерина Николаевна Ченкураева, очень творческий человек, которая вдохновляет весь коллектив на коллективно-творческие дела, на мероприятия. И всегда эти мероприятия у нас проходят одухотворенно и цельно. Хочу еще сказать несколько слов о молодом нашем заместителе директора Бадмаеве Базареве Владимировиче. Тоже человек очень творческий, интеллектуально ищущий, и с ним очень интересно работать, несмотря на то, что он очень молод, но очень полон идей. Также хочется мне сказать несколько слов и об опытных учителях. Это Чумашкаева Надежда Тарахмановна, учитель биологии, которая работает уже несколько десятков лет в гимназии. И на счету ее очень много побед детей на международном уровне, всероссийском, зональные олимпиады, конкурсы. Дети неизменно занимают места. Также хочется сказать о Муткаевой Татьяне Александровне, это учитель русского языка и литературы, тоже человек опытный и работающий творчески. Ее дети тоже занимают места на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку, литературе, и также с детьми выезжает на международные конкурсы и олимпиады, и тоже неизменно занимает там призовые места. Хочется также несколько слов сказать и о эстет-цикле. Да? Это хореографы, учителя по вокалу, которые тоже очень активно вовлекаются в деятельность гимназии и представляют нам прекрасные танцы, песни, номера прекрасные, спектакли ставят. И вот в этом тоже их немалая заслуга. У нас наряду с молодыми учителями есть учителя, которые уже работают, есть те, которые работают и 30 лет, чуть меньше, но преданы всей душой, всем сердцем гимназии. И, конечно, это не только учителя калмыцкого языка, это и учителя других предметов. Но именно через свои предметы они тоже прививают любовь к родной стране, к родной земле, к родному языку. В юбилейный год я хочу пожелать своим учителям, деткам нашим, родителям крепкого здоровья, процветания, чтобы вот этот порыв душевный, любовь к своему языку и родине, он у них продолжался, развивался и увеличивался. Мы, как эйджи, являемся как их действительно эйджи. Эйджи какие дома? Их ласкают, смотрят, обхаживают, помогают, учат с ними сказки, учат загадки, учат пословицы. Потом мы всегда, у нас самая главная работа наша работа такая, что мы изучаем с ними все традиции, обычаи нашего калмыцкого народа. То есть с ними вместе мы изучаем, и прямо вот типа как спектакля всегда мы ставим вот эти калмыцкие народные, даже как в виде пьесы, можно сказать. Почему? Потому что начиная с 1 класса у нас идет традиция обычаи калмыцкого чая. Вот с этого мы начинаем. Затем идет все праздники, которые у нас Зул, Цагансар, День матери. Все это мы ставим в виде пьесы. Вот. И детям это очень нравится. Почему? Потому что, во-первых, они узнают, какие у нас традиции бывают калмыцкого народа, обычаи. И самое основное у нас амунигунзюры называется, халимгаркилхля. А орсаркилхля — это традиции, амунигунзюры — это, значит, ходят туда юральмют,
то есть благопожелания наши, все загадки, все сказки, все традиции, все обычаи нашего калмыцкого народа. Несмотря на то, что мы находимся в двух зданиях, мы не сломлены. То есть мы продолжаем работать, изучаем свой язык, и мы его боготворим, свой язык, и все это передаем нашим детям. И вы знаете, я хотела очень многое сказать о нашем руководителе, который ведет нашу национальную гимназию очень много лет, также 30 лет, можно сказать, в этом году нам 30 лет, и 30 лет она как бы ведет, вот, идет впереди, как вожак, можно сказать. Это Екатерина Николаевна. Екатерина Николаевна, которая умеет очень, ну, то есть она очень знающая свою работу, знающая все традиции, обычаи, знающая все, как бы сказать, вот, традиции, обычаи, все то, что должен знать руководитель. И она у нас и играет на домбре, ставит очень много, вы знаете, спектаклей, которые мы, наверное, в республике как бы прославились этими спектаклями, и где Екатерина Николаевна является этим руководителем. То есть она просто, можно сказать, директор национальной гимназии на своем месте. И, конечно, очень много учителей, которые идут вот именно за руководителем, такие как Элеонора Владимировна, которая много лет, Татьяна Владимировна, Светлана Васильевна, Мария Немяйна, Галина Борисовна, Любовь Ирнценовна, Светлана Владимировна, очень много учителей. И еще институт ЭЙДЖ, как мы сказали. ЭЙДЖ у нас в этом году, у нас 4, которые знают все традиции, обычаи, вот, такая, как Вера Санжина, такая, как Зоя Лиджина, тоже много лет работает, Екатерина Такайна, ну, я как бы вместе с ними. И еще у нас есть такие эйджи, которые ушли на отдых. Это такие, до сих пор мы их ценим, мы знаем. Любовь Васильевна, Мария Горяевна, Анна Васильевна. Вот те, которые тоже проработали много лет в этой гимназии. Наша мечта – воссоединить вот эти два здания и жить и работать вместе с детьми в большом, огромном, таком красивом здании. Я думаю, тогда еще лучше работа наша пойдет, и наши дети будут, во-первых, конечно, рады. И все стремятся, очень много детей, родители, которые хотят именно попасть в нашу гимназию. Я вот недавно сочинила стихи, я просто четверостишь прочитаю. «Цецкарич мана гимназия. Цецин булгин усар булгылич, халмы келян делгрүлже, халмы таңчан турулыч». А творческая деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса КНГ. Ведь зачастую на значимых мероприятиях высоких гостей приветствуют именно учащиеся гимназии с национальными и яркими выступлениями. Таланты ребят раскрываются благодаря ансамблю «Цагда» и театральной студии «Алтын Булык». Наша гимназия – это уникальное учреждение с эстетическим уклоном, этнокультурной направленности. В нашей гимназии дети изучают наш калмыцкий фольклор, наши народные песни. И вот как говорил один мудрец, говорил, что если человек не знает главной песни своего народа, то он не может быть его настоящим сыном. И именно у нас в гимназии дети изучают свою культуру, потому что мы считаем, что только через порог, изучая свою культуру своего народа, через этот порог мы можем перевести детей в мир общечеловеческих ценностей. В нашей гимназии учатся талантливые, одаренные дети. Наши дети являются участниками различных мероприятий. У нас в школе особая атмосфера, такая домашняя,
уютная, поэтому наши дети все, мне кажется, отличаются от других детей, потому что они очень добрые, очень такие ласковые, ну, такие, мне кажется, ну, цыганские кельта, поэтому я думаю, ну, мне очень легко работать, потому что наши дети очень отзывчивые, вот, и люблю я очень свою работу, люблю детей, деток, и поэтому я работаю с 1 класса, и вот и в старшем блоке работаю, поэтому всех детей знаю их родителей, и с ними мы, со многими мы вместе очень много ездили с нашим ансамблем. Я являюсь руководителем ансамбля, когда мы ездим в различные другие города, в другие страны, поэтому общаемся в такой неформальной обстановке, вот, путешествуем очень много, поэтому ну, они мне очень близки. Когда я пою, готовлю песню к чему, к выступлению или танцую, у меня душа радуется, душа взрывается и теплеет, и мне становится приятно. Это могу сказать, то, что мне здесь очень нравится, и я буду продолжать так заниматься. В Калмыцкой национальной гимназии всегда царит дружелюбная и теплая атмосфера. Сюда хочется возвращаться снова и снова, чтобы услышать калмыцкую речь, почувствовать искренность отношений между учениками и педагогами и просто налюбоваться разнообразием и колоритом национальных костюмов. Впереди у Калмыцкой национальной гимназии много интересных планов и проектов, а значит, еще долго будет жить калмыцкий язык вместе с народным творчеством, фольклором и традициями.